Жамашевага борушуп жаткан Акымбекова тез арада ичинде жумуштан кетсин. Группа граждан собрались сегодня возле здания Генпрокуратуры на митинг. Эти люди хотят привлечь внимание к беззаконию, жертвой которого они стали. У каждого здесь своя история, но поиски справедливости привели в Генеральную прокуратуру. Основное недовольство нашего сегодняшнего сбора в том, что на протяжении многих лет мы не можем найти справедливость в судах, госорганах, прокуратуре. Здесь собрались исключительно те, кто пострадал именно от действий этих нечистых на руку чиновников. Со сменой власти прокуроры, судьи, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, сейчас занимают ключевые посты. Мы против таких действий властей. По словам одного из участников акции протеста Муратбека Исраилова, 10 лет назад он основал компанию по добыче угля «Джолчарак». Но год назад его компанию забрали некие люди путем рейдерского захвата. Он уверен, что за этим стоит родной брат генерал-майора милиции Сүйүн Өмүрзакова Улук Өмүрзаков. В Оше есть спортивный клуб и охранное агентство «Мухамбет Умар», которые захватили нашу компанию рейдерским путем. Я уверенно заявляю, что за всем этим стоит сотрудник прокуратуры. Что самое интересное, сейчас он назначен заместителем следственного отдела по Ошской области. И как верить после этого властям? Одна надежда осталась на Садыра Джапарова, поэтому мы и вышли сегодня на акцию протеста. На протяжении 13 лет 70-летняя жительница города Бишкек Акжибек прошла через все судебные инстанции, от районного до верховного, в поисках справедливости. В 2007 году без ее ведома Ленинский районный суд принял решение забрать у нее участок с времянкой. Я инвалид первой группы и устала от судебной волокиты. Мне сейчас 70 лет, и несмотря на это, я без устали продолжаю бороться против беззакония, что творится у нас. Но я устала. Сколько уже можно? Мне осталось жить немного. По словам представителя Генеральной прокуратуры, митингующие ранее неоднократно бывали на приеме. С ними были проведены разъяснительные работы. Здесь в основном собрались те люди, у которых возникли споры с недвижимостью. Эти дела не в нашей компетенции. Это должен решать суд. Так даже прописано в законодательстве. А по остальным фактам, например, по Маматовой идет следствие. Раньше тоже проводились подобные акции протеста. Как только меняется руководство, то обязательно начинаются митинги. Стоит отметить, это показатель недоверия не только к судебной системе, а к власти вообще. Как правило, любое право подлежит защите в суде, и граждане чаще сталкиваются с судьями, а не с депутатами или членами правительства. Люди вообще перестали верить в закон, хотя это единственно возможное основание стабильного развития. Но эти основы подмывают политические и социальные потрясения, испытываемые страной в течение последних лет и сопровождающиеся незаконными действиями должностных лиц, несправедливыми решениями, безнаказанностью и прочим. Отсюда и недоверие, отмечает специалист. Азамат Кенжешев, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.